дорогие друзья, коллеги. Итак, мы продолжаем принимать поздравления от самых близких и самых любимых. Сегодня, как я уже сказала, до этой недели нас поздравил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А сейчас я с большим удовольствием передаю слово мэру нашего города Петру Николаевичу Туктаеву. Добрый день, дорогие друзья! С праздником вас искренне от души! Знаете, вот я что испытываю? Ну, во-первых, я первый раз стыдю своему, и надо исправлять эту ошибку. Во-вторых, посмотрите, повод-то какой! Я очень много, или много мне приходится вот, где-то бывать, выступать, кого-то поздравлять, но я не припомню, чтобы кого-то, коллектив, людей пришлось поздравлять не просто с юбилеем, столетием. Друзья мои, вы даже сами не осознаете, какой у вас праздник, столетие. Это раз в 100 лет. И вы первые в республике. И не только в республике, зная по роду прежней своей деятельности музейное сообщество и в других регионах, вы одни из первых. Одним словом, я хочу сказать, что сегодня это не просто вот юбилей мероприятия, это событийное мероприятие. И опять же, среди событийных это особое мероприятие, опять же, особый юбилей. Но опять же, я не вспомню, чтобы какой-то коллектив, будь то культуры, образования или промышленный коллектив, поздравлял с юбилеем президента Российской Федерации. Вы первые, друзья мои. Осознаете ли это или нет? С праздником вас, друзья мои! Но как не здесь говорить об истории? Вспомните, как создавался музей когда-то, в 1918 году. Как уездный музей, впрочем, неудивительно, уездный музей уездного городишка. Что мы сегодня имеем? Современный европейский музей в современном европейском городе, с чем вас я и поздравляю. И ведь очень долгое время Краеведческий музей, он по-разному назывался, но мы будем остановимся на версии, Мордовский республиканский объединенный Краеведческий музей оставался единственным подобным культурным учреждением в Мордовии. А уже потом, в 1960 году, был создан или создавался картинная галерея имени Сычкова, и благодаря во многом фондам Краеведческого музея, когда были переданы работы живописные мордовских художников, русских художников, и в итоге картинная галерея имени Сычкова начала свою жизнь и потом уже преобразилась в музей изобразительных искусств имени Эрси. И что значит быть первым? Это тогда еще музей формировал очень активно не просто культурный облик города и республики, образовательный и в конечном итоге интеллектуальный образ, облик, как угодно, города, республики и с огромным влиянием на отдельно взятого человека. Сегодня вы же, сотрудники музея, и
мы вместе с вами по праву можем говорить, что Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей является не просто музеем, а современным научным центром, современным культурным центром, исследовательским центром и, конечно же, просветительским. Это, мне кажется, одна из важнейших задач музея как учреждения. Она была, есть и должна быть. Уникальный музей, уникальная коллекция. Вряд ли кто такой коллекцией, или мало кто обладает, ну, как минимум здесь у нас в республике, да и, в общем-то, родственные музеи, родственные учреждения в других регионах страны. Имею к этому музею строительства небольшое отношение, когда вот, обсуждали строительство, слава Богу, была возможность, тогда появилась, и очень много вместе с музейщиками ездили по стране. Не только Финно-Угорский регион, но они в первую очередь попадались на нашем пути. Чебоксары, вы знаете, какой музей. В Челябинске и Екатеринбурге. Очень интересные музеи, есть что посмотреть, но каждый раз, мы смотрели не только стены, а что там внутри, какой потенциал у сотрудников. И каждый раз мы убеждались, что научный потенциал или интеллектуальный, образовательный потенциал сотрудников Мордовского республиканского музея, он очень и очень высок. Мы даже вот здесь, сами того нередко не осознаем, буднично подходим и думаем, так и надо. Нет, он очень высокий и очень достойный. И хотел бы, пользуясь случаем, вам, уважаемые друзья, коллеги, выразить искренние слова признательности и благодарности за ваш труд, за вашу работу и за этот высочайший уровень. Спасибо, низкий поклон. Сегодня невозможно представить жизнь республики без нашего музея во всех отношениях. Даже если взять само здание, это украшает архитектурный облик нашего города. Но мне кажется, не менее важно, может даже более важно, что украшением города является и республики в целом научный, интеллектуальный уровень музея, а значит, опять же, сотрудников. Вы, сами того не осознавая, может быть, но обязательно имеете непосредственное отношение к формированию человека, его внутреннего содержания. С точки зрения традиций, традиции не просто города, республики, и традиции не только мордовского народа, а традиции многовекового совместного проживания многих и многих народов в нашей стране, в нашей республике. С точки зрения передачи исторических ценностей. Сегодня ведь в нашем обществе часто идут дискуссии и актуальные вопросы, что есть ценность, как воспитывать молодых людей. Мне кажется, вот здесь есть о чем говорить и на чем воспитывать. Тем более, когда делают люди, знающие свое дело, умеющие это делать. Это очень-очень важно. Во все времена люди, имеющие отношение к истории, конечно, знают, что, возьмите царскую Россию, что строили в первую очередь? Музей, библиотеку и театр. Это не просто слова. Во время подготовки к тысячелетию единения Мордовского народа с народом Российского государства мы объехали более 50 регионов Российской Федерации. Что мы увидели, например, в Хабаровске? Генерал-губернатор что построил? Краеведческий музей, музей. И сейчас старейшая у них научная библиотека. И тот же театр. Ближе сюда, Саратов. Что? Музей, театр оперы и балета,
библиотека, потом консерватория и художественное училище. И во многих городах и регионах. То есть это была, и слава Богу, сейчас это есть государственная политика. Понимание того, что это не просто культура, есть развлекательная часть, но развлекательная сфера нет. Это сфера государственных интересов, сфера, которая, или благодаря которой, как угодно, формируется мировоззрение человека. Человек в конечном счете, каким он должен быть. Одним словом, я вас искренне поздравляю с этим праздником. Замечательный, конечно же. Я думаю, что есть повод раз в 100 лет, как минимум, хорошо наполнить и поднять бокалы и до дна. Вам, конечно же, удачи. Музей – это живой организм. Музей – консервативная, в хорошем понимании слова, структура. Но мы видим, что музей Мордовской республиканской кривийской объединенной, он развивается. Тем более, имея вот такое прекрасное здание. Это мечта многих, конечно же, поколений. Я бы еще выразил слова искренней признательности людям, которые в разные времена, в разные годы, эпохи, по сути дела, трудились в музее. Искренне, ответственно, добросовестно, профессионально. И по крупицам собирали то, что есть сейчас в коллекциях музея, оберегали. Им за это большое-большое спасибо. Я не могу не вспомнить Людмилу Тихоновну Артамонову, я ее знаю прекрасно. Ей, конечно, нижайший поклон. Но и последних директоров Валерий Сергеевич Никулин, Павел Николаевич Калинин. Но и слава Богу, что сейчас у руля находится подвижник, настоящий музейщик Людмила Александровна. Им, конечно же, спасибо и наши горячие аплодисменты. Но это люди особого склада. Вряд ли здесь случайный человек задержится надолго. Он оказаться может, но задерживаться здесь вряд ли, потому что больших денег нет, зарплат такие огромные. Это подвижники, это настоящие государевые люди. Поэтому еще раз вам спасибо, добра, мира, конечно же, чтобы коллекции пополнялись, экспозиции совершенствовались, чтобы все у вас сладилось. Я одно пожелаю. Как известно, в свое время в городе Саранске была, ну и в принципе город казачества основывался как Саранская крепость. Мы как-то собирались с коллегами, обсуждали эту идею. И есть мысли, пока вот в силу финансовых обстоятельств не можем приступить к ее реализации, но идеи есть. И мы обсуждали, кстати, эту идею с главой республики Владимиром Ильичем Волковым, вот это поддержал. Воссоздать вот здесь, на берегу реки Саранки, там, где театр, сзади, решили все-таки учитывая место, Саранскую крепость. Но это дело перспективы. А я предлагаю здесь, вот на площадях Республиканского краеведческого музея, создать экспозицию, может быть, я не знаю в каком формате, но посещенную Саранскую крепость и саму Саранскую крепость. Мы готовы участвовать в финансировании этого проекта. Не скажу, что через бюджет, но есть у нас спонсоры, благотворители, неравнодушные люди к истории своего города Саранска. Просто нам надо посмотреть, обсудить план и наши шаги. И мне кажется, это должно быть интересно не только градоначальнику, а просто людям. Конечно, с участием научного сообщества. У нас есть люди прекрасные, исторические, институты истории.
Вот здесь Николай Михайлович присутствует, да и многие-многие другие властители. Давайте мы за это дело возьмемся. Тем более у вас площади очень много, очень. Это мечта еще поколений будущих даже. Поэтому вам спасибо, шумбрачи, салы, кшики, ачиванды, фалу. Добра, мира, здоровья, соли, хлеба на вашем столе сегодня, завтра и всегда. С праздником вас! За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности, большой вклад в сохранение культурно-исторического наследия и в связи со столетием Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина, благодарность главы городского округа Саранск вручается Шабалкиной Людмиле Александровне, директору Московского республиканского краеведческого музея. Слепни Светлане Анатольевне, заведующей историческим отделом Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея. Васильевой Марине Арнольдовне, заведующей сектором изобразительных и письменных источников Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Воронина. Чаиркиной Елене Александровне, заведующей сектором учета Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина. Семочкиной Елене Павловне, научному сотруднику отдела фондов Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея. Ермоленко Валерию Евгеньевичу, реставратору музейной и художественной мебели из центра Павла. За большой вклад в развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия города Саранска благодарность главы городского округа Саранск объявлена коллективу Государственного бюджетного учреждения культуры Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени Ивана Дмитриевича Воронина. Еще раз, дорогие друзья, с праздником вас, удачи, радости побольше, ну всего-всего хорошего, что называется простым понятием, простого человеческого счастья. Всем благ. Слово для приветствия предоставляется директору Государственного камерного хора Республики Мордовия, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Вячеславу Никифоровичу Башкирову. Уважаемая Людмила Александровна, дорогие юбиляры, коллеги, гости, для нас, коллектива Государственного камерного хора, большая честь выступить на торжественном мероприятии, посвященном столетию со дня основания Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени коренного жителя города Саранска, выдающегося ученого, краеведа Ивана Дмитриевича Воронина. И вот это имя очень правильно, очень правильно, что этот краеведческий музей именно носит имя Ивана Дмитриевича Воронина, потому что он коренной житель города Саранска. А что такое Саранск? Петр Николаевич уже сказал, ну как крепость был, потом уездный городишко, сейчас столица Республики Мордовия, весь мир уже знает.
Ну вот, это как все-таки основание-то? Это первая половина 17 века, а если точнее, 1641 год. Начало. Далее, вторая половина 18 века, когда на территории, в современной территории Республики Мордовия со своим войском находился Емельян Иванович Пугачев. И он, кстати, на территории бывшего Краеведческого музея, в общем-то, проводил свои деяния, значит, которые не забылись до сих пор, и Пугачевская палатка, она так и находится. И вот работа, которая началась уже, это времена были, конечно, Екатерина II, это, конечно, Александра Ивановича Суворова, нашего генералиссимуса. И, наконец, разгар гражданской войны, 18-й год. В общем-то, и думать-то, наверное, никто и не думал, что вот в это время можно будет открыть такое вот учреждение. А оно ведь было открыто именно в 18 году, именно в разгар гражданской войны. И вот Петр Николаевич назвал много, значит, функций, которыми занимается Краеведческий музей. Но одно он особенно выделил – это просветительскую работу. И вот просветительская – потрясающая работа. И вот я помню, я тоже коренной житель города Саранска, для нас это отдушина была. Вот Краеведческий музей. Затем уже у нас появились другие учреждения, там театр кукол республиканский, который мы безумно любили, но первый все-таки Краеведческий музей. И вот там особые люди, там это люди, которые всегда ждут, и они всегда показывают, в общем-то, всю историю родного края. И, наконец, когда переехали уже в новые, прекраснейшие здания, здесь и как архитектурный комплекс, он украшает нашу республику. А что здесь-то внутри? Если вот так просто посмотреть, ведь были они в храме, и здесь, как вот мы под куполом храма находимся, потрясающая акустика. Мы с большим желанием всегда здесь выступаем. И, конечно же, когда было приглашение, что мы должны принимать участие, отказа не было, мы и до этого здесь выступали. И, конечно же, когда приходят на юбилеи, то дарят подарки. И мы тоже от камерного хора вам дарим вот эту картину «Московский Кремль». Это олицетворение сердца нашей России и всей истории. Многое лето. В исполнении лауреата Государственной премии Республики Мордовия, лауреата международных конкурсов и фестивалей, обладателя грантов президента Российской Федерации и высшей общественной награды России золотого почетного диплома Государственного камерного хора Республики Мордовия прозвучит народный триптих Нины Кошелевой «Миник Масторсон» на земле мордовской.
дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Мордовия Павел Карташов, концертмейстер Оксана Федорова. Слово для поздравления предоставляется заместителю министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия Николаю Владимировичу Бычкову. Добрый день, дорогие друзья, коллеги, уважаемые музейные работники, ветераны, гости. Я сердечно приветствую всех вас и поздравляю со знаковым и знаменательным событием, столетием. 2018 год – это знаковый год для музейного сообщества республики. 100 лет. За этот период работники музея смогли собрать, сохранить и помогать использовать тот музейный фонд, который помогает нашему молодому поколению вспоминать, знать историю страны, историю республики, историю города.
Мне очень приятно общаться с вами, и я с особыми теплыми чувствами пришел к вам, Людмила Александровна, к вашим коллегам, потому что в течение последних лет, наверное, так скажем, когда строилось это новое здание, мы очень близко познакомились и подружились. Для работников музея это специфическая, наверное, должна быть черта характера работать с вещами, с документами, с архивными какими-то находками и помочь людям с этим знакомиться и знать историю. Я выражаю слова благодарности и по поручению министра культуры, национальной политики, туризма, архивного дела, коллектива министерства. Поздравляю вас с этой знаковой датой. Каждый человек приходит в этот мир, в этот удивительный мир, чтобы радоваться жизни, любить, удивляться. И вот благодаря тем коллекциям, которые хранятся в запасниках, на витринах, в экспозициях, мы способны радоваться. Ведь наша жизнь, как из осколков в калейдоскопе, складывается. Бывают и черные, и темные, и радужные пятна, и отблески. И вот благодаря вашей работе, вашему труду, вот этих радужных пятен становится больше. Спасибо вам за труд, за те минуты радости, которые вы доставляете людям, которые посещают вашу экспозицию. Я выражаю слова благодарности ветеранам, музейным работникам, всем тем, кто создавал, сохранял историю. И желаю успехов молодому поколению, кому и дальше превращать вот здание музея вот, в культурный, образовательный, исследовательский, научный центр. Успехов вам, всего самого-самого доброго. По поручению министра позвольте вручить вам приветственный адрес. И мы сегодня обсуждали, Людмила Александровна, что вам в этот праздничный день подарить. Я думаю, что к обсуждению должны еще подключиться вы, чтобы подарок был значим и использовался в дальнейшей работе. Успехов! За большой личный вклад в подготовку и успешное проведение мероприятия чемпионата мира по футболу в Саранске благодарственное письмо главы Республики Мордовия вручается Комаровой Юлии Николаевне, научному сотруднику отдела этнографии музея. Подгорновой Светлане Борисовне, научному сотруднику музея. Катиковой Анне Алексеевне, научному сотруднику музея. Еще раз с праздником, удачи, всего самого доброго. Сегодня нас пришли поздравить многие представители культурных учреждений, и мы приглашаем к микрофону наших коллег из Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Степана Дмитриевича Эрзия во главе с заместителем директора по науке Александрой Михайловной Лобановой. Я с группой поддержки. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, Людмила Николаевна сегодня просто в командировке, поэтому нам выпала такая большая честь поздравить Мордовский краеведческий музей с такой потрясающей датой, столетием, и пожелать ярких, интересных, креативных планов и крепкого здоровья для их осуществления. Людмила Александровна, добрые теплые слова в нашем приветственном адресе. Вклад в научную работу музея – это наше последнее издание. Для украшения вашего интерьера вот этот прекрасный объект, арт-объект, и пусть «Золотая птица» принесет вам не только удачу, но и финансовое благополучие. Екатерина Сергеевна. Также пополнение фондов и процветание.
Добрый день всем. Я, в свою очередь, тоже хочу поздравить Краеведческий музей. Отношу музей. Почему я говорю я? Потому что я был куратором выставки «Футбол без границ» во время чемпионата мира по футболу. Бразильский фотограф Кайо Вилела представлял образы всех 11 городов-участников чемпионата. И, конечно же, Саранск попал в объектив его фотокамеры и запечатлел прекрасные достопримечательности, одной из которых, безусловно, является настоящее здание, в котором мы с вами все находимся. И поэтому в честь столетия я от нашего музея и от имени директора передаю 5 фотографий и центральной земли, словно так, где изображен музейно-архивный комплекс. С праздником, коллеги! Успехов, процветания! И пусть нас всегда объединяют дружеские связи, и мы дальше будем сотрудничать, как мы делаем всегда. Спасибо. Еще раз всех с праздником. Поздравляю. Музыкальное поздравление от Мордовской республиканской детской хореографической школы. Отрывок из балета «Пахита».
Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов. Дорогие друзья, позвольте вас поздравить с такой крупной датой, столетием. Хочу пожелать вам редких находок, интересных музейных экспонатов и, конечно же, больших творческих успехов. Вы не потеряли своего изящества спустя 100 лет, и это не случайно. У истоков музейного дела стояло Саратское общество изящных искусств. Вот, наверное, отсюда вы черпаете свою энергию. С праздником вас! Всех вам благ! Микрофон. Всем известно, что Александр Иванович Полежаев занимался переводами, в том числе и Байрона. И мы вдаль передаем вам, правда, ей не 100 лет, она издана была в 1935 году, но избранные произведения Байрона для нас очень ценные, конечно, и сильные. Ну и, конечно, да, Слово для поздравления представляется нашим коллегам-архивистам. Добрый день. Уважаемые коллеги, искренне поздравляем вас со столетием, со столетним юбилеем Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Воронина. За прошедшее столетие сотрудники музея снискали заслуженное уважение и авторитет. Это закономерный итог профессионального подхода к любимому делу, качественного выполнения сложных задач, инициативы и энтузиазма. Знаковым для краеведческого музея стал 2017 год. Музей обрел новые здания с современными хранилищами и просторными экспозиционными залами. Это способствует реализации уникальных выставочных проектов, новых культурно-образовательных программ, проведению интересных уроков и мастер-классов, позволяющих сохранить память о прошлом Мордовского края. Особой популярностью музей пользовался во время проведения чемпионата мира по футболу 2018. Ежедневно сотни гостей и болельщиков получали неповторимые впечатления от прикосновения к истории Мордовии, духовному наследию нашего народа. От всей души желаем вам новых творческих успехов, крепкого здоровья сотрудникам вашего прекрасного коллектива, интересных находок, конечно же, новых пополнений ваших богатейших фондов и, конечно же, благодарных, любознательных посетителей. И надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И за смелость, за ум, за терпение, почет вам и честь, и хвала. С праздником! Слово для поздравления предоставляется нашим коллегам по научному сообществу. Приглашаем к микрофону Николая Михайловича Арсентьева, директора историко-социологического института Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарева. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, дорогая Людмила Александровна, вот этот праздник, пусть камерно празднующий, но он не снимает той великой миссии, о которой же здесь говорили, которую вы реализуете. Наш коллектив с большим удовольствием поздравляет вас с этим праздником. Вот здесь приветственный адрес с теплыми словами, вот эти цветы. Ну,
как историк, я хочу подчеркнуть в этот знаковый, юбилейный для вас год такие моменты. Вот к вам приходят люди, ну, буквально, можно сказать, с рождения. И я своих детей водил, и внуков водержу, и им всегда все здесь нравится. Они с большим удовольствием смотрят на ваши экспозиции. И вот вы через чувства формируете любовь к родному краю, любовь к нашей Родине. Это очень важно. Именно не какие-то геополитические амбиции, не подчеркивание измов отдельного народа, а чисто вот такое народное понимание через любовь к родному краю воспитывает патриотизм. И патриотизм – это не выдумка современности. И историки неоднократно много документов цитировали по поводу этого. Процитирую я документ конца XVIII века, а ответ это был Баташовых, а Вендеевские заводы у нас в республике принадлежали этим, на приглашение в подряд Екатерины II по литью пушек во время русско-турецкой войны конца XVIII века. Он так сказал: в подряд мы не вступаем, а для нынешней надобности, ежели то потребуется, со всяким усилием трудиться не отречемся, даже если это было с убытком, ибо мы не только своей деятельностью, но и жизнью Отечеству служить обязаны. Вот понимаете, это очень здорово. И это конец XVIII века, Старобрежный. И вот то, что вы делаете, это великая миссия. В наш многогранный век, когда так мир изменяется, такой становится полифоничный, трудно найти вот тот стержень, на котором удержать и государство было, и нашу духовность. А вот идентичность именно вот формируется вот таким образом. Это места памяти. И как историк я не могу не подчеркнуть такие моменты. Этот год очень важный, 17-й год, и этот год очень важный, и много столетий было. И вы отлично понимаете в своих экспозициях, что важно не плакать, не ненавидеть, не смеяться, но понимать. Вот научить понимать всех. И вот ваша экспозиция, ведь она меняется, так как каждое поколение пишет свою историю в соответствии с собственным представлением объективности, научности. Историк имеет дело не просто с фактами, историк имеет дело с сознанием эпохи. Общество в целом меняет сознание эпохи, и меняется наше представление, меняется ваша экспозиция. Но самое главное – научить понимать. И Великая Российская революция, мы много мероприятий посвятили этому, она изменила мир, как бы мы ни относились, и как много столетий, вы видите, празднуется сейчас. И вот мы подготовили книгу о столетии банка, я вам принес здесь подарить, о столетии комсомола. И это все еще подчеркивает, что не надо ничего забывать. Надо все научиться понимать. Ведь я еще принес книгу о Григории Яковлевиче Меркушкине. Мы посетили много конференций. Мы возродили его как человека, внесшего заметный вклад в развитие республики. А Иван Ильич Воронин, мы тоже выпустили 5 конференций, провели 4 тома книг, и тоже после того забытия, которого было, мы возрождали все вместе. И 4 конференции, 4 книги, они у вас все есть. Я одну книгу тоже, как напоминание, принес вам. Это нельзя забывать. И как много произошло в Саранске за последнее время. Это тысячелетие единения мордовского народа, оно преобразило Саранск. И нельзя не забывать
людей, которые стояли за этим, то наследие Меркушкина, которое вот в этих зданиях и с прекрасной акустикой под купола все ваши мысли, уносящие, это понимать просто надо, не замалчивать ничего, а понимать, говорить смело, открыто. То есть вот у Пьера Нора, известный французский историк, сейчас книга есть «Места памяти Франции». Вот у вас это прекрасное место памяти, где ничто не должно быть забыто. И вы достойные продолжатели тех лучших традиций, которые когда-то были заложены. И спасибо вам большое за ваш очень важный труд. Вот Пасаран, по Мордовии, такую книгу в столице. Вот с многими, тебе будет интересно, там очень много, это архив, вместе с архивом. Вот, здесь вы тоже принимали участие в фотографии. Вот Григорий Яковлевич Пушкин, здесь тоже ваше участие в фотографиях было. Ну и вот воронежские чтения, последнее издание наше было, Иван Ильич Воронин. Извините, я задержу на мгновение. Пользуясь случаем, что здесь присутствует мэр, вот так получилось, что я уже высказывал неоднократно многим поколениям мэров, которые были, но вопрос до сих пор остается открытый. И вот в последней книге мы так подчеркнули этот вопрос. Современное поколение исследователей задается тем же вопросом, который волновал Ивана Ильича Воронина. Саранск – административный и духовный центр Мордовии, основе ее промышленности и бизнеса. Саранск – родина места жительства старых и новых родовых фамилий, среди которых есть немало известных своим материальным благосостоянием и благотворительностью. Саранск – привлечен популярность своими историко-культурными, культурно-просветительскими мероприятиями и христианскими благотворениями. Может такой город допустить, чтобы его гостеприимная земля не имела монографического исследования по истории культуры города с древнейших времен до современности? Много, без обиды, много вопросов, которые стоят перед современностью, и та крепость, которую нужно строить, и экспозиции, которые нужно совершенствовать. Ну а историки задаются тем же вопросом, которые тоже задаются все люди неравнодушные. Вот надо бы и книгу иметь о Саранске, такую, которая академическая, с древнейших времен до современности. Все районы имеют, а вот Саранск нет. Спасибо. Мы приглашаем к микрофону для поздравлений наших коллег из научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Александрович, я по поручению нашей администрации, дирекции, нашего коллектива хочу поздравить вас с замечательным юбилеем и сказать, что наш народ, обладая огромным, великолепным историко-культурным наследием, и в том, что это наследие сохраняется, в том, что оно пропагандируется, ваша заслуга неоценима. И если оценивать вашу работу по 100-бальной системе, я думаю, ее можно оценить на все 100 баллов. Я хочу пожелать вам творческих успехов, научных достижений, новых открытий. И я хочу пожелать, чтобы в ваших залах всегда было шумно, чтобы у вас всегда были посетители, чтобы они радовали вас, они задавали вам вопросы, и чтобы у вас был стимул находить ответы на эти вопросы.
успехов вам во всем, здоровья крепкого. Ну, а мы, в свою очередь, дарим наше последнее издание. Да, еще спасибо вам большое за сотрудничество, потому что любое наше издание – это обязательно участие в ваших сотрудниках. Мы от всей души искренне вас за это благодарим. Более 10 лет стоял у руля и двигал в правильном направлении наш музей директор Павел Николаевич Калигин. Добрый день. С праздником, с юбилеем, коллеги. Действительно, мне посчастливилось 10 лет возглавлять этот коллектив, и это были лучшие мои годы, моей жизни. Вот Петр Николаевич вспоминал, что это здание музея, это была мечта многих поколений музейных сотрудников. Я открывал, помню, читал стенограммы заседаний ученых советов. И каждое такое заседание заканчивалось. Обратиться в Министерство культуры, то ли наркомпрос, когда кому-то надо выделить здание, найти здание. Я помню, отмечали 85-летие музея, 2003 год. Проводилось такое же торжественное мероприятие. У нас тогда нынешний глава города, министром культуры. И наша сотрудница, она здесь, Валентина Шурыгина, любила, как бы сейчас модно говорить, троллить начальство. Когда же будет построено здание музея? Петр Николаевич говорит, это дословно, я помню, 100-летие музея коллектив встретит в новом здании. Это был 2003 год. Ну, мы это были как французские студенты, реалисты, мы требовали сегодня и быстро сдали, но оказалось, Петр Николаевич провидец. И мы от всех поблагодарить должны Петра Николаевича, когда появилась такая возможность включить в перечень объектов тысячелетия для строительства зданий, постройки. И он нашел понимание руководства республики. И мы, дайте вот аплодисменты, поблагодарим Владимира. Это же правильно, мечта. Музей это нормальная экспозиция была в Трехсвятской церкви, но все понимали, что это временно, когда-никогда придется отсюда уехать. Ну, так и вышло. Хотелось бы сказать вот о коллективе. В первое время, когда вот я пришел, у нас всегда так, надо говорить о юбиляре, а говорим о себе. Я не исключение. В общем, я немножко даже опешил. Женский коллектив, все умницы, красавицы, не знаю, что и делать с этим. С присущим тактом они ввели меня в курс дела. Светлана Анатольевна Телина провела обзорные экскурсии. Покойная Людмила Тихоновна Тамушкина, я первое время, честно говоря, немножко это разозлился, принесла кодекс поведения директора. Потом я благодарил вот это, в смысле, глупых каких-то лишних движений не делал. Там все написано, собственно говоря. Ну, говоря о коллективе, то правильно Петр Николаевич подчеркнул, что это вот здесь потенциал такой огромный. Здесь 200 тысяч, более 200 тысяч экспонатов, но самое главное достояние – это коллектив. Это коллектив. Случайных людей, правильно, здесь нет. Здесь знают, любят свое дело. И как бы основа главная еще с 2018 года. А то, что сделали последний год, сделал коллектив, это называется подвиг. Перевести 200 тысяч экспонатов с одного здания
другой. Это не просто какие-то предметы откуда-то вот что-то, а это экспонаты, раритеты, это общенациональная ценность. Их перевезли, и, скажем так, вот сейчас я уже первый раз к стыду своим прошелся по моей экспозиции. Петр Николаевич вспоминал, что при подготовке к тысячелетию пришлось, ездили по многим игнивам, как бы вот Петр Николаевич с прицелом говорил, надо ехать, смотреть, как делаются, какие музеи по всей стране. В Челябинске, все такое. Во всех этих музеях, то в Чебоксаре, то в Оренбурге, делали экспозицию специализированной организации, как то питерский раритет или еще что-то другое. Здесь сделан сам коллектив. Я вот всегда говорю, что коллектив музея может сделать хорошую выставку, но они сделали отличную экспозицию. И она, как минимум, должна достойно быть это отмечена, как минимум, второе, это государственная премия Республики Мордовия. Это не просто так, это, я вам говорю, в Челябинске потратили на экспозицию по тогдашним деньгам, это было, по-моему, порядка 150 миллионов. В этом, как его, Башкирии. Да, Национальный музей Республики Башкортостан. Там порядка 200 миллионов потратили. Но это не хуже. Может, даже это местами лучше, потому что делал коллектив с душой. И, конечно, музей живой организм, экспозиция делается на какое-то время, она развивается. Для каких-то уж изысканным искусством специалистов, может быть, она это, скажем так, какие-то будут замечания. Замечания это ничего страшного. Это будет отдельно, если замечания поправят, то все будет нормально. Так что коллектив достоин хорошей награды. В общем, девчонки, я вас люблю. Счастья вам, удачи. Всех благ. Эстафету поздравлений принимают наши филиалы. Сегодня здесь присутствуют представители Ардатовского краеведческого музея Зинаида Ивановна Кирушкина, Дубенский краеведческий музей и Чамзинский историко-краеведческий музей. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, гости. Мне выпала сегодня почетная миссия передать Республиканскому музею нашему приветственный адрес главы Ардатовского муниципального района Александра Николаевича Антипова. Позвольте зачитать. Уважаемая Людмила Николаевна, Александровна, администрация Ардатовского муниципального района поздравляет вас и весь коллектив Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина со столетним юбилеем. Со дня основания и в прошедший весь период ваш музей оставался центром, важнейшим центром исследований и развития культуры не только в Республике Мордовия, но и в России. Ваш музей постоянно вносит вклад в развитие культуры Республики Мордовия, постоянно вносит вклад в развитие культуры Республики Мордовия и постоянно использует в своей работе музейные проекты. Ваш музей является научно-методическим центром для всех музеев исторического профиля Республики Мордовия. Отрадно, что в нашем районе с 1975 года активно и творчески работает один из ваших филиалов – Ардатовский.
И мы гордимся своим музеем, помогающим нам успешно решать общие задачи по сохранению историко-культурного наследия Ордатовского края, отражение истории нашего района по духовному и нравственному воспитанию молодежи. В этот знаменательный день желаю вам лично, Людмила Александровна, и всему коллективу процветания, творческих свершений, неиссякаемой энергии, оптимизма, успехов научной и музейной деятельности и благополучия. Глава Ордатовского муниципального района Александр Николаевич Антипов. Позвольте, пожалуйста, еще от имени коллектива Ордатовского филиала поблагодарить, кроме поздравлений, мы уже общались, передать слова огромной благодарности за ту большую помощь, заботу, внимание к нам, к филиалам, потому что мы без нашего родного головного никуда. Огромное спасибо. Уважаемые коллеги, коллектив Дубенского филиала поздравляет вас с очень красивой, серьезной датой – 100-летием со дня основания. Мы от всей же души желаем вам новых ярких проектов, красивых интересных идей, удачи во всех начинаниях, ну и, конечно, всему коллективу крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и счастья огромного-преогромного. Сергеевского музея желаем процветания, достойных и добрых посетителей, меценатов, здоровья, мирного неба и всех благ. Поздравить музей пришел директор Саранского художественного училища имени Федота Васильевича Сычкова Юрий Александрович Дылин. Тогда коллектив директора Юрий Александрович, вы идете, да? Хорошо. Добрый день, дорогие друзья. Вы извините, пожалуйста, я хотел убежать. Мне срочно позвонили, но тем не менее я поздравлю вас. 100 лет, конечно, это огромнейший юбилей. Такое здание, просто дворец, просто когда строились, все удивлялись, такое здание для краеведческого музея. Ну, у нас тоже много чем гордиться, у нас теперь тоже новое здание. И мы переехали совсем недавно, мы стали переезжать. И я стал разбирать методфонд, переносил. И я обратил внимание, что многие художники обращались к исторической теме, и были картины на историческую тему. Я, извините, с собой не принес, но я обязательно выберу одну картину на историческую тему. Не было времени, оформил хороший макет. И обязательно поздравим вас отдельно и принесем эту картину. В частности, обращался к теме исторической Александр Иванович Коровин, ныне покойный, заслуженный художник в Мордовии. Эти картины, наверное, у вас в фондах висят. Я только один раз был, все полностью исторически смотрел. Поздравляю еще раз вас, ваш прекрасный коллектив, добра, счастья, достойных, благодарных посетителей и, естественно, новых выставок, новых свершений. Спасибо. Уважаемые коллеги, поступила коллективная заявка на поздравление республиканские библиотеки и театры. Пожалуйста, микрофон вас. Добрый день, уважаемые коллеги.
Дорогие друзья, именно так хочется назвать сегодня вас, потому что Национальная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина и Краеведческий музей практически ежедневно ведут общую работу. И сегодня хочется сказать слова благодарности всему коллективу, который всегда идет навстречу, идет на помощь, с которым можно реализовывать любые проекты. Мы поздравляем вас с замечательным этим днем, и коллектив работал для того, чтобы подготовить поздравления к вашему столетию. Это поздравление от коллектива, которое основано на издании, где писалось про Краеведческий музей в разные годы. Здесь все про вас и для вас. От всех нас поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Шумрада Декельгум Ялгар, Шумрачивички Уксоя. Добрый день, дорогие друзья. И Национальный театр тоже с большим удовольствием и почетом хочет поздравить с таким огромным юбилеем музей. Это наш великий музей, который уже у нас 100 лет. И хотим зачитать приветственный адрес, потому что слова очень трогательные и душевные. Уважаемые друзья, мы от всей души поздравляем коллектив Мордовского краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина со знаменательной датой – столетия. Музей – это особое состояние души, духовная потребность человека хранить память. И Краеведческий музей Мордовии в течение целого века восстанавливал по крупицам историческую память и обогащал сокровищницу народной культуры бесценными духовно-материальными ценностями, творение ума и рук человеческих. По словам Дмитрия Лихачева, краеведение – настоящая школа познания, воспитание истории и культуры, общение разных поколений и эпох, воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родной речи – задача первостепенной важности. Без музеев вся история народа немая. И мы сегодня выражаем труженикам музея великую благодарность за кропотливый труд, за сохранение и обогащение исторического культурного пласта, который помогает нам понимать и осознавать современность, воспитывать молодое поколение в духовной гармонии и любви к родной земле, к родному Отечеству. Спасибо вам за это и удачи вам на многие годы. И хотелось бы, конечно, еще вам и подарок, может, и не имея большой ценности, но дарится от души. Это украшение нашего старого Сидорова, это мои прабабушки, им, возможно, даже более 100 лет. Поэтому вещей таких осталось не очень много, и я надеюсь, эта ценность сохранится, и когда-то люди будут приходить и узнавать о нашей истории. Спасибо. Всех с праздником! Уважаемая Людмила Александровна, поздравляю вас и ваш коллектив с таким славным юбилеем. Будучи хранителем истории Мордовского края, вы сами творите историю, участвуя деятельно во всех событиях нашей республики и страны. Мы, сотрудники детской библиотеки, знаем это не понаслышке. Вы наши верные друзья, надежные партнеры на протяжении многих лет. Спасибо вам за это. Желаю вам неиссякаемой энергии, новых проектов, интересных идей, ну и, конечно же, заинтересованного посетителя. Удачи вам во всем. Дорогие друзья, мне тоже хочется присоединиться ко всем словам поздравлений и тоже углубиться в историю в далекий 1987 год, когда я пришел устраиваться в этот музей на работу. Мой сосед Валерий Сергеевич Никулин говорит: приходи, меня увидела ее зам и сказала ему: что вы делаете? Таким образом лишила вас такого ценного экспоната, как я.
Ну ничего, связь наша продолжается, и к столетию музея была открыта выставка Государственного театра кукол. Это очень приятно. Уважаемая Людмила Александровна, я тоже не могу принять единоличного решения о подарке. Потом посовещаемся и примем совместное решение. С праздником! Уважаемые коллеги, большое спасибо всем за поздравления, за теплые слова. А теперь я прошу пройти всех в детский музей, где нас ждет праздничный тур. Пожалуйста.